мои друзья! Сегодня мы будем готовить новое замечательное блюдо, которое я подсмотрел у одного из, можно сказать, корифеев приготовления блюд в казане. Называется оно казан-кебаб. Немножко, может, не те ингредиенты будут, но мы, как всегда, готовим на свой лад, и у нас будет свой рецепт. Поэтому поехали. И, значит, что у нас сегодня получается? Ингредиенты. У нас будет несколько помидорок, будет острый перец вот такой, лучок. Тут мне перчик еще приготовили. Ну, это не единственное, конечно. И да простят меня некоторые корифеи и аксакалы, это будут ребрышки. Я видел рецепт, там сказали, мясо любое можете взять, которое у вас есть. Поэтому режем любое мясо, которое у нас есть. Поэтому оно у нас любое вот такое, ребрышки. Они достаточно, ну, не жирные, такие вообще хорошие. И я думаю, что у нас все получится. Прямо таки все. Я взял где-то килограмма, наверное, 1,5. Вот так, мясо. Девчата уже лук почистили. Да, масло. Вот такое подсолнечное масло нам понадобится. Где-то примерно 500-600 миллилитров. И перец черный. Вот, и горошек, да. Ну, найдем сейчас такой обычный перец. Зира. Ну, соль. Все. Рецепт сегодня настолько простой, что даже я был удивлен. А самый главный ингредиент, это у нас сегодня картошечка. Евгений Иванович, он прям душевно согласился нам сегодня помочь. И даже мне очень приятно помогать. Да, почистить картошечку. Крупную можно пополам. Да, в принципе, тут крупные только 2-3 штучки, и все, и больше. Вот. Казан. Казан нужно прокалить как следует. Сейчас мы зальем в него маслице. Сейчас. Уже пора. Нужен очень сильный огонь. Прямо такие, я вам скажу, сегодня будет... Ничего, надо это тоже зарасходовать. А то оно стоит у нас там. Давай, Евгений Иванович, принеси еще немножко масла. Надо было грамм 600, тут всего 300. Так. Масло очень быстро стало прогреваться, что нам, в принципе, и было нужно. Вот. Казан прогрелся вообще хорошо. Масло должно прогреться прям до легкого такого дымка. Прямо это будет прям сразу заметно. Не то, что вот там у нас по краям там обгорает стеночки. Нет. Там само маслице должно сильно нагреться. Первое. Надо забросить картошечку туда. Очень опасная процедура такая. Ну ладно. Все, родная, уже. Это хорошо. Румян? Спасибо. И, значит, картошечку мы сейчас быстренько обжариваем. Немножко это освободим. Ну, от воды. Сейчас мы это обжарим ее слегка до золотистого цвета, так сказать, подготовим для дальнейшей готовки ее. И немножечко сейчас обжарится и вытащим ее. Температуру надо держать хорошую. Дрова у нас тоненькие, и поэтому быстро обгорают. Прям еще три полешечка забросили, и
Я думаю, вполне достаточно будет. Нужен хороший сильный огонь. Все, достаточно. Ну вот, картошка уже постепенно приобретает нужный цвет. Еще надо. Давай, пока огонек у нас разгорается, мы с тобой кваску уже. Держи. Квас домашнего приготовления, да? Домашний квас. Смотри, он какой аж пенится. Это вам не магазинский, блин. Фигуш-мигуш. Квас зверь. Ну, бутылки, конечно, не из-под него, а квасок зверский. О, какой он ядреный, а! Если надо, рецепт подскажу. Квас убийственный. Немножко, по-моему, он чуть-чуть торкает, мне кажется, даже чуть-чуть. Ну, самую малость. А так безалкогольный. Хорош. Я, короче, посмотрел вот этот казан-кебаб, казан-кабыб. Короче, как только его не называют вообще, там столько рецептов. И, ну, рецепт, в принципе, он один. Вот там вот картошка, мясо. Ну, каждый по-своему его готовит. У каждого там свои какие-то нюансы. Кто-то вот так картошечку поджаривает, кто-то там не поджаривает, кто-то просто закладывает все сразу, кто-то там... Короче, каждый по-своему. У нас вообще свой рецепт. Я даже не похожий. Вообще не похоже, потому что ну, и мясо, во-первых, другое, и... Что она не розовеет, картошка. Ничего, сейчас вот она уже корочкой, главное корочка, чтобы на ней образовалась такая вот легкая. Вот, ну, дрова немножко, видишь, прям вот чуть-чуть пропустили немного вот эту температурку. Ну, сейчас начнется. Сейчас будет самый такой основной этап. Мы сейчас еще подбросим, может быть, даже дров, чтобы нагреть казан. Ну, не до синевы, конечно, но вот до такого прям. Картошечку сейчас вытащим. Еще чуть-чуть подогреем масло, прям немножко, чтобы оно успело накалиться. И начнем делать примерно ту же самую процедуру с мяском. Все, достаем картошечку. Первый этап, так сказать. Да ты поставь ее на этот, на печь. Не, это же как она называется? Огнеупорная эта кастрюлька. Сейчас мы с тобой еще вот так. Это у нас свой рецепт. Мы туда бросаем 2 луковички. И тоже их чуть-чуть до золотистого цвета подождем. Кстати, чеснок где-то не видел же? Чеснок не видел. А, вон он. Не почистили его. А его не надо чистить, его надо... Чесночок. Это все туда отправляем. И тоже до легкого поджаривания. Ах, как прям лучком запахло жареным прям. Такое. Ни с чем не передаваемый запах. Такой прямо как будто вот... Короче, жареный лук. Кусочки мяса также укладываются вот сюда вот. Кипящее масло. Так. Ну все, мясо туда укладываем. Прямо все, что есть. Лук зеленый. Это называется... Ну это потом в лук, да? Укроп. Лук это все потом. Нет. Это называется сейчас мы законопачиваем, да, или как оно? Заклеиваем.
Нет, или как же это называется, процесс закрывания, короче, закрывают сейчас мясо, закрывается, оно вот таким образом готовится, и сверху образуется такая корочка, и как бы дальше уже процесс готовки будет без потерь сока и вкусовых всяких качеств мяса. Надо его, чтобы оно прям равномерно все прожаривалось, обжаривалось, вернее. Вот оно уже, видишь, какой цвет приобретает. Оно не с солью, ничего, так пока Ничего, просто, да? просто вот так вот, просто готовится вот так. Да, это еще даже не готовка, это просто вот тот самый, Я понял, подготовка. называется Подготовка. закрывание. Это минут, вот мы минут 15 примерно пожарили картошку, обжарили слегка, сверху корочку образовали. Ну, лучок там, чесночок, это все вот мелочи. сейчас Мясо тоже минут 15-20 вот таким образом должно у нас закрыться. И такая корочка должна образоваться. Надо все время помешивать, чтобы все было равномерно. Что нижние кусочки, они сейчас будут сильнее там в масле погружены, а верхние только частично. Вот это мясо будет готовиться вот так вот. Потом переходим к процессу томления. А дальше уже будет процесс томления. Как дым-лама, только вот без разных там овощей, фруктов. В общем, абрикоски. Откуда у вас абрикоски? Со своего сада? Да. Спасибо. Чесночок, смотрите, какой вот он слегка обжарился. Так его можно чуть-чуть шкурочку почистить вот так. Пахнет как обалденно. Просто аусвайс. Мясо у нас уже все закупорилось, короче, закрылось, даже поджарилось немного. Сейчас убираем чуть в стороночку. Давай мне эту емкость. И мы немножко сейчас часть масла уберем. Убираем часть маслица. Вообще, то есть отсюда. Где это? Черпалочку где-то была. Вот где-то я здесь ложил ее на столе. Горячее масло. Я надеюсь, эта емкость выдержит. Иди принеси туда сливочное масло сейчас еще. Все. Брали излишки. Ну, немножко оставляем, все равно чуть-чуть оставляем, потому что это очень нужный продукт. Так, давай маслица прям сюда все складывай. Масло крестьянское, сливочное, 72,5%. Опа. И сейчас мы его растапливаем здесь. Так, соль. Давай. Солька у нас. Ой. Вот так где-то. Ну, все по вкусу, конечно. Чисто интуитивно, так сказать. Я думаю, вполне себе так достаточно будет. Опа. Теперь давай картошечку. Так, ну сейчас. Ставь сюда. Значит, лучок по краям так вот кладем. Так, лучок. По центру вот так чесночок.
будет нам придавать. И картошечку поехали. Вот так вот. Она еще горячая, главное, еще даже не успела остыть. Красота. Вот. Так вот. Так. Вот. И сейчас все это нужно накрыть. Острые перчики надо обязательно. Вот так вот. Вот так вот. Еще один. Вот так пусть будет по центру. И картошечку тоже. Картошечку надо присолить. Прям присолить. Потому что она у нас не соленая. Такие вот есть перцы. Перцы мы сюда вот так кладем. У нас же свой рецепт. У нас он не как у всех. Перцы сверху. Болгарский. Опа. Болгарский. Наверное, на 4 части. Вот так. Евгений Иванович, дай-ка там еще один болгарский перчик. А? Острый поставил? Ставил, да. Сколько там? 4. Ну, я так предполагаю, что это не самый острый перец. Это очень сильно. Сильно? Ну, мы его не будем распечатывать. Он, пускай запечатанный будет. Так. И перчик еще слегка присолим. Вот так вот, чуть-чуть сверху. Слушай, а где-то была у нас такая, помнишь, тарелка, которую мы вот так раз и накрывали. Стеклянный? Да, по-моему, стеклянная. Вот так вот мы накрываем. И сверху закрываем вот эти. Теперь задача максимально снизить температуру. Вот там уже все перегорело, да? Надо приоткрыть. Просто открыть. Надо посмотреть, что там. Дай кочережку и там немножко. Наоборот, закрыть надо. Все уже перегорело, остались только угольки. Их по сторонам раздвинь. По сторонам, чтобы они сильно не влияли на нашу температуру в мангале. И закрывай его, чтобы все это будет у нас томиться примерно минут 15-20. Он сейчас загаснет. Хорошо. Так что, я поехал съезжу за сметаной. Давай, дуй за сметаной. Пока мясо томится, мы, значит, что? Подготовим сейчас лучок, зелень, помидорки. В общем, все вот это будет, нужно будет сверху аккуратненько так вот подать на большую тарелочку. Когда картошечка будет готова, мяско у нас протомится как следует. Все это на большую тарелочку выложить. Выложить лучком, зеленушечкой, кинзой, перчик. И все это будет просто сказка. Так, сейчас надо нам следующий этап сделать такой интересный. Нам надо это открыть, убрать эту тарелочку. И потихоньку опустить картошку поглубже. При этом чуть-чуть приподнять мясо. О, какое оно шикардосное вообще, просто обалдеть. Чтобы картошечка опустилась вниз. Она была наверху, теперь ее надо глубже вот туда опустить. Не перцами. Потому что... Ну-ка, так, мяско. Мяско. Ну еще надо, чтобы томилось. Прямо еще чуть-чуть.
натертый лук. Вот Режешь это, вообще что это полукольцами. за блюдо? Это как бы соус к мясу. Грузинский? Грузинский. Так, и Ну, какие и- ингредиенты там? В общем, берешь полукольцами, режешь лук, луковицу или две, потом, значит, туда и кинзы много, Мгм, укропа, мгм. порысолил, томатную пасту разводишь до консистенции густого томатного сока, можно кетчуп туда добавлять, еще остренького туда, ну, в общем, комбинировать можно по-разному. Заливаешь, и оно все вот это вот в этой жиже плавает, настаивается, и лук пропитывается. Очень вкусно. А называется Как хочешь, так и кинз называй. мараули. Кинз ладно. мараули. Так, это что такое? Дайкон со сметаной. Дайкон? Классика жанра. Ты говорила редька. Дайкон, это и Дайкон, есть редька. редька. Да, ну есть редька черная, а это Не, зеленая, это да, такая длинная. большая? Нет, не зеленая, длинная белая. Ага. Просто со сметаной. Да. Соленый? Да. да, Перец? да. Нет? Хочешь перец можно. Понятно. Ну, красненького ничего не надо. Ну, можно зеленюхи добавить. Эх, когда же это уже можно будет попробовать этих? Вот, видишь, оно все Вкусности. ЖЖ и ЖЖ. А это тоже сюда? Мгм. А, то есть еще не готово, это зелень еще нужно А, сюда. это петрушка, да? Петрушка, да. Ну, это вообще... Туда, в дайкон. Да. А еще что будет? Экспериментируешь, и вот что хочешь, то и кладешь. А, короче, Да. абсолютно это Ну, петрушечка, мне М, кажется, достаточно. Импровизация. импровизация. Да. Я думаю, укроп даже туда не очень пойдет. Вот петрушка самая то. А кинза? здесь чем больше Кинза кинзы, хорошо. вот здесь чем больше кинзы, тем лучше. Прям лук потом промаринуется, вот этот кинзовый кисленький вкус. А ты посолила? Да, немножко. Супер, я пошел свое Ну блюдо такая проверить. зверская соль, я ее Ну боюсь. что, вскрывать будем? Капсулу. Капсулу времени. А то уже корифеи, так сказать, и аксакалы, да, уже на нас даже там за просторами интернета ждут, когда я вскрою это и покажу, что оно либо получилось, либо не удалось совсем. Последний подготовительный этапчик. Значит, зелень, лучок. Вот так. Колечками. Колечками. Так, вот сюда. Кинза. Что Тоньше, вот это вот порежь, что там у тебя толстый. Какой вот этот? Ну, Ну и что? Подумаешь, что там такого? Так вот. Вот это мы вот так вот красный лук разберем просто на такие эти дольки. Он будет у нас такой вот долечный. Что вы там шепчете? заговор. Заговор. Ой, все, улетел. Так, ну может и хватит. Нет, еще надо чуть-чуть. Не хватило удержать эту луковицу. Начинаем открывать блюдо. Готово, по-моему. Так. Ну-ка, картошечка у нас готовилась? Да, хороша картошечка. Ну, давайте достаем. Достаем мяско. Лучок. Перчик. Все тут. Отлично. Прям все уже мяско прям отваливается от костей. Все приготовилось. У нас дома есть такие. Какая вкуснотища. А запах просто бомба. Красота. Я думал,
какое-нибудь такое огромное блюдо взять, что ли, блин, чтобы вот так выложить сюда. Ну, какое есть. Нормально. Пойдет и так. Картошечка, ребрышки. Все протомилось как надо. Перчик. Кстати, если вы не увидели, там где-то перец и зира тоже добавлены. Ну, в процессе я просто честно пропустил. Этот момент не попал в кадр. И последний острый перчик. Вот он. Сюда бац. Бац. Картошечка. Отлично. Вот так вот. Смотрите. Сейчас вот это вот так вот мы украшаем вот этой зеленушечкой. Вот так вот. Вот так вот. И к столу. Так, приступаем. Ну, даже не знаю, как. Просто берешь картошечку, пару картошинок, кусочек мяска, перчика там, лучок. Всего по чуть-чуть. Все замерли. Вы видели бы свой взгляд всех. Чуть ли слюна не капает. Хары-хары. Следующий. А там есть жидкость? Нет. Пока нету. Надо немножко. Нет, там что-то есть, но Это Это моё. Вообще обычно задох подают. мы С передов. мы спередов теперь, да. Мы экспериментируем же. Следующее будет задох. Рецепт же наш собственный, индивидуальный, поэтому мы как бы... Классика Нельзя есть, жанра. да? Ждать надо. Да ладно, ешь уже, пробуй. Этикет. Уже. Не сомневайся, Ой, скорее твоя всего женщина. вкусно. Красиво. Че, берите, берите. Что, А, это ж- да? Что ты меня прямо Не пугайтесь. сбила с панталыку? Ой. Ой, какой вдох. Я хочу вот это быстрее попробовать. Да, может. Не столько... А, кстати, кто не знает, название блюда называется казан-кебаб. Казан-кебаб. Ага. Ну, честно, впервые сам, поэтому не знаю, вкусно или нет. Да? Это, как говорится, наш мирнинский праздник, да? Святой. Святой. Никто из нас, у нас тут строители, да? Ну, и Вентиляция. вентиляция, да. Мы вентилировали шахтера. С праздником. С праздником. всех. Ура! С днем города. Да. 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 Чтобы толстый подавал. Вот это. И песня так. Грузинская подача. М, Гамарджоба. Гамарджоба. А еще что-то они там в уксусной водичке, листья салата, много, Обалденнейше. кинза, тоже так же лук. А ребрышки? И соус с перцем. А никто с грузинами И вот так вот в макаем. компаниях не гулял? Вот так вот. Обалденно. Не,